Баурсак называют хлебом кочевников и жарили исключительно на бараньем жиру. Когда баурсак остывал, получалась пленка, что позволяло продукту оставаться мягким и вкусным на протяжении многих недель. Это было преимуществом в пище кочевников. В переводе с казахского слова баурсак, оно же боорцок по-монгольски и боорсок по-киргизски, переводится с помощью группы родственных слов как стремление к объединению или брат, что свидетельствует о глубоко уходящим корням в историю этих народов в прошлом. Это блюдо подается на свадьбах, днях рождениях и любых праздниках, равно как и берется с собой в дорогу. Это универсальный хлеб может поразить нашего современника своей простотой. Это круглые или квадратные колобки из пресного или дрожжевого теста, обжаренные большим количеством масла в казане. И все. Однако же традиция есть традиции. Именно высокая горка баурсаков, расположенная на отдельном блюде, будет пользоваться популярностью в любом чаепитии. Дополните эти булочки фри медом, пейте чаем, и, возможно, вы в полной мере оцените всю прелесть простоты, с которой делаются баурсаки. Сегодняшнее кулинарное искусство предполагает возможность изготовления творожных баурсаков, а также их подачи со множеством дополнений помимо меда. Ну а те, кто любит всевозможные рекорды, порадуются паре знаменательных фактов. В 2014 году в России был изготовлен самый крупный баурсак весом 179 килограммов, а через полгода в Алматы было выпечено 856 килограммов баурсаков суммарно, и это число стало одним из гордых завсегдатаев книги рекордов Гиннесса. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк, а если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!